Мы представляем вам самый лучший ясли-сад. Наш ясли-сад, куда приходит ребенок в раннем возрасте, вызывает интерес, восторг и удивление в его глазах. Каждый уголок ясли-сада позволяет малышу узнать что-то новое, вызывает вопросы и помогает самостоятельно находить на них ответы. Детям в ясли-саде комфортно и интересно. Вся предметно-пространственная среда и групповых комнат строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, образовательных программ и принципов построения развивающей среды и направлена на развитие эмоционального благополучия детей, обеспечение их интересов и потребностей. Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединяться под группами по общим интересам. Насыщенная образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды мы рассматриваем следующие направления. Создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми. Выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской деятельности. Создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе организации уголков уединения, оборудование и использование участка, позволяющие организовать разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующие проявлению разных видов их активности. Полифункциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на ребенка. Создание ВДО национального уголка с целью духовно-нравственного развития личности воспитанников на основе их природных задатков и сложностей. Создание музыкальной среды. Для этого в ясли-саде имеется физкультурный зал. Он оснащен спортивными комплексами, крупными модулями, матами, гимнастическими скамейками, дугами для подлезания, мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя в зале есть магнитофон. Музыкальный зал является визитной карточкой ясли-сада для приема гостей, проведения развлечений, праздников, концертов, театрализованных представлений. Для художественно-эстетического оформления зала используется выносное оборудование, сезонное и тематическое украшение центральной стены. Имеется просторный, уютный хореографический зал с зеркалами, который является традиционным элементом каждого танцевального зала. Это и помощь в отработке па, и возможность объективно оценить свои успехи. Для группового творчества имеется укомплектованная студия для рисования песком. Комплектация позволяет занять почти всю группу одновременно. 7 детей будут создавать песочные картины на световых планшетах. Остальные работать за большим столом, как в психологической песочнице. Веб-камера позволяет записать песочный рисунок, преобразовать его в картинку на ноутбуке и распечатать на фотобумаге. Из множества рисунков создаются также слайд-шоу и видео. В ясли-саде имеется волшебная комната, кабинет для STEM-обучения, который оснащен сенсорным дисплеем Alio, патч-панелью, робототехникой UARO, дидактическими играми Фрёбеля, блоками Дьениша, цветными палочками Кюзинера, мягкими конструкторами и пазлами, геоконтами Воскобовича, материалом для экспериментальной деятельности живой и неживой природы. Важную роль в развитии у детей познавательных способностей имеет работа с книгой. Дети любят слушать рассказы воспитателя, чтение любимых произведений, рассматривать иллюстрации. Чтобы у детей выработался навык работы с книгой, в ясли-саде Нур-Бала оборудован читательный зал, место для совместного с воспитателем изучения литературных произведений и самостоятельной деятельности детей. В читальном зале имеется интерактивная доска, с которой дети плодотворно работают.
открывая для себя новые книги, знакомясь с литературными героями. Для уютного и приятного времяпрепровождения в кабинете устроены мягкие зоны, где дети могут комфортно расположиться. Это настраивает ребенка на особенное восприятие услышанного и увиденного. В кабинете логопеда Тайжановой Сауле Салауны накоплен богатый дидактический и методический материал, необходимый для организации различных видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. Здесь представлено достаточно наглядного материала, пособий и дидактических игр по следующим разделам: развитие физиологического и речевого дыхания, развитие слухового внимания, развитие мелкой моторики, развитие связной речи, развитие психологической базы речи, подготовка к обучению грамоте, развитие фонематического слуха, развитие лексико-грамматического строя речи. В ясли-саде сенсорная комната используется для психологической и эмоциональной подготовки детей к дальнейшему обучению. Педагоги работают над формированием мотивации, обучают навыкам самостоятельного, эмоционального и физического расслабления, повышению устойчивости к стрессам. Во время свободной деятельности детей дефектолог Салыкова Замзагуль Хайржановна проводит занятия с отдельными воспитанниками, передает им способы действия с конкретным материалом Марии Монтессори. Казахский кабинет. Чтобы заинтересовать детей и дать знания по казахскому языку, учитель Батай Нураим Нуралдин Кызы обучает их с помощью обучающих мультфильмов, компьютерных программ, специальных детских сайтов об изучении казахского языка. Рухани Жангару, формируя у дошкольников знания о национальных традициях и обрядах казахского народа, приобщая к традициям, углубляя и расширяя знания детей о национальной культуре Казахстана, мы воспитываем у детей интерес, уважение и любовь к прошлому и настоящему своей республики. Буккроссинг – это территория так называемой освобожденной книги. Как она освобождается? Любой, кто хочет участвовать в акции, может не только взять, но и сам принести книгу и оставить ее в специально отведенном для этого месте, чтобы другие люди могли ее прочесть. Создана по крупицам руками воспитателей оранжерея. Она оснащена различными комнатными растениями. Эффективное использование жизненного пространства в ДО обеспечивает социально-культурное становление дошкольника, удовлетворяет потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становления его способностей. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Наш ясли-сад – это уютный дом, где царит семейная обстановка, где дети играют, слушают сказки, участвуют в организованной самостоятельной деятельности, труде, общении. Педагоги эффективно используют помещение и территорию ясли-сада для полноценного развития ребенка.